Вітаю вас. Для чаго Лукашенко праводзіць дэманстратыўныя інспекцыі вайсковых на беларуска-літоўскім памежжы? Ці азначае гэта, што ў хуткім часе пачнецца вайна? На сувязі з намі Валер Сахашчык, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацбяспецы. Спадар Валер, вітаю вас. Добрый день. Если я буду говорить по-русски, это не будет проблемой. Як вам зручна? Я объясню просто. Все-таки я хотел бы, чтобы меня максимально послушали белорусские военные. Они русский язык воспримут значительно лучше. Пытанне, якое вам у прынцыпе зараз задаюць усе, яшчэ раз папросім пералічыць тэндэнцыі і факты, што рыхтуецца напад з тэрыторыі Беларусі, што ёсць такая высокая імавернасць. Первое, наверное, самое главное. Белорусская военная доктрина оборонительная. Это записано везде, во всех документах, и мы никогда не готовились к каким-то походам на территорию других стран. Я получил инсайды из Генерального штаба Республики Беларусь о том, что разрабатывается операция на территории Литвы. Это совершенно не факт, что она будет реализована. Я могу просто для гражданских людей описать, что военные отрабатывают различные планы на все случаи жизни. Совершенно не факт, что они будут реализованы, но, по крайней мере, обсуждение этой задачи идет, проработка этой задачи идет. Это выходит за рамки общепринятых документов, норм. И это, конечно, тревожит. Кроме этого, что для меня является чем-то немножко выходящим из ряда вон, это развертывание белорусских войск, которое происходит сейчас у литовской границы. Всегда все мероприятия боевой подготовки, включая любые учения, проводились в пределах полигонов. Сейчас почему-то 19-я отдельная механизированная бригада выполняет мероприятия не на полигоне, а на территории, непосредственно примыкающей к границе. Такой тревожный сигнал для меня, потому что именно это происходило перед началом полномасштабной агрессии России против Украины, когда под видом учений была создана ударная группировка у границы и 24 февраля 2022 года зашла на территорию Украины. На настоящий момент нет условий для нападения, и понятно, что одна 19-я механизированная бригада не пойдет, и в принципе белорусская армия сама по себе не пойдет. Это мое оценочное суждение, что белорусские вооруженные силы сами не способны осуществлять такие задачи против любого государства. Но не сейчас, а позже, и не самостоятельно, а вместе с вооруженными силами России, к сожалению, я такой сценарий считаю допустимым. Кроме того, что я уже сказал, это усиление мостов на маршрутах движения к литовской границе, это широкие обсуждения в военных и военно-политических кругах России о допустимости применения ядерного оружия, это наличие ядерного оружия на территории Беларуси, это прогноз хода военных действий России против Украины и последствий такого хода, и масса других вещей, которые, может быть, каждый элемент в отдельности и не вызывает большой тревоги, но все вместе наталкивает на очень тревожные мысли. Спадар Валер, вы сказали про реновацию гэтых вайсковых мостов. Вы можете конкретизовать, где тыя мосты находятся? Да, я могу после эфира выслать координаты. Мы кому-то из ваших коллег уже высылали. Есть у нас координаты нескольких объектов. Мы поделимся. Як вы лічыце, калі можа адбыцца такі напад? Я правильно зразумеў, што перад гэтым з'явіцца расійскі вайсковы контингент на тэрыторыі Беларуси? Я очень надеюсь, что это не произойдет никогда. И, наверное, главная цель того, что я начал об этом говорить открыто, меня многие осуждают за то, что я начал высказываться и там заставлять людей волноваться. Но главная цель – это все-таки, чтобы люди встревожились тем, что может быть такая катастрофа. И каждый, кто как может, принял какие-то меры, чтобы этого не допустить. Я считаю, что если общество внутри Беларуси озаботится этим и какие-то элементарные меры примет, если европейские страны выполнят комплекс мероприятий по усилению обороноспособности,
то, скорее всего, это и не произойдет. А по времени, когда это могло бы быть, ну, по той информации, что имею я, речь может идти, ну, о середине либо второй половине лета этого года. Як вы лічыце, навошта Лукашенко дэманстратыўна едзе з інспекцыяй вось на беларуска-літоўскае памежжа? Ну калі рыхтуюцца нейкія планы вайсковых аперацый, звычайна ж гэта не выстаўляецца на паказ, неяк маскіруецца, там, каб напасці знянацку. А тут дэманстратыўна, і это разносіць прапаганда лукашэнкаўская. Навошта? Ну, здесь причин может быть несколько. В том числе, да, я вполне допускаю, что это один из элементов психологического давления на европейское сообщество, так же, как размещение ядерного оружия на территории Беларуси. На настоящий момент нет единодушия поддержки Украины в сообществе западных стран. Ну и такие действия, как эскалация дальнейшая, угрозы нападения на страны Европы, перенос боевых действий на территорию стран Европы, конечно, это должно взволновать европейцев. И я думаю, что Путин и Лукашенко рассчитывают, что это может оказаться каким-то фактором давления на руководство этих стран, чтобы они думали о том, как бы быстрее на любых условиях закончить войну в Украине. Ну, а также это может быть, ну, вполне реальной отработкой вариантов действий. То, что Лукашенко ездит, ну куда ему ездить? То, что он ездит в колхозы и проверяет посевную, ну уже особо это никого не интересует. А тут, ну, что-то новенькое, что-то интересное. Нужно же как-то разнообразить контент на ГОС-ТВ. Што тычыцца нападу з тэрыторыі Беларусі, які, канешне, можа быць, вы перакананыя, што накірунак менавіта Літва, а не Украіна, таму што ў украінцаў справы ідуць не вельмі добра сёння. І ў выпадку паслаблення украінскіх войскаў Кіеў блізка з тэрыторыі Беларусі. Як вы думаеце, які все-таки прыярытэтны кірунак? Я думаю, что в белорусской армии крайне мало военнослужащих, которые захотели бы идти в Украину. В первые дни войны, когда люди еще были очень сильно разогреты пропагандой российской, когда верили, что непобедимая и легендарная российская армия там на самом деле за считанное количество дней пройдет всю Украину, захватит столицу, да, много голосов раздавалось, белорусских военных, отчаянных, которые не против были бы поучаствовать в параде на Крещатике. Но когда стало понятно, что парадом там не пахнет, а скорее всего ты останешься гнить в черноземе украинском, то количество желающих резко поубавилось. На сегодняшний день это, ну, просто единицы людей, которые не дружат с головой. Что касается Европы, то здесь опять-таки работает пропаганда о том, что европейцы слабы, что они будут убегать, что не только гражданское население, но даже и военнослужащие европейских стран якобы будут там расторгать контракты и уезжать куда-то и не будут защищать свою родину. В медиапространстве России и Беларуси, соответственно, такая мысль разгоняется. И это опять-таки людям, которые не склонны к аналитическому мышлению и подвержены ну, воздействию на свою психику пропаганды и чужих мыслей, ну, думают, что да, туда все будет легко и красиво. Вот мы зайдем, покрасуемся там под Вильнюсом и победим. Поэтому, ну, может быть, какая-то часть людей и допускает для себя участие в этом, но я думаю, что эта часть небольшая. Подавляющее большинство белорусских военных все-таки являются здравомыслящими и своего участия в подобной авантюре не видят. Думаю, что так. Вы ўжо сказалі, што маеце інсайды з генштаба. Все-таки якія сёння настроі ўнутры Беларусі у вайскоўцаў? Можа быць, вы можаце больш пра гэта расказаць? В белорусской армии преобладает усталость от этих бесконечных усилений боевой готовности, проверок боевой готовности. То есть у нас же как начались учения перед
широкомасштабной агрессии там, в конце 2021 года, так они практически не прекращаются. Части и подразделения бесконечно по ротации выезжают к границе, охраняют эту границу, накручивается истерия о том, что на нас вот-вот нападут, и военных держат в состоянии стресса постоянно. Всем это надоело, все устали. И, ну, можно просто посмотреть на конкурс в военную академию. Это самая лучшая иллюстрация. Этого конкурса нет. Даже на самые престижные факультеты военной академии идет недобор, и поступают люди с любым количеством баллов. Желающих нет особо. Сколько людей выехало из страны. Очень много офицеров-прапорщиков увольняются по окончании контракта, не продлевают контракты. Это яркое свидетельство того, что происходит. Вместе с тем, сама специфика психологии военной не предполагает особого вольнодумия. И ну, люди привыкли выполнять приказы, пока эти приказы хоть как-то в какие-то рамки укладываются, а сейчас страна все-таки в мирных условиях, и выполняя эти приказы, люди не подвергают свою жизнь серьезной опасности. Ну, поэтому существует такое представление, что вроде бы тише благодати, все послушные, и все хорошо. Но я думаю, что если дойдет дело до участия в реальных боевых действиях, то ситуация будет другой. Мы видели в первые дни войны в конце февраля 22 года, когда части соединения белорусской армии, стоящие на границе с Украиной, ну, начали гудеть и высказывать там недовольство и нежелание идти в Украину. Очень серьезные меры предпринимались тогда. Все КГБ республики, включая там территориалов, сидели в войсках и занимались там беседами, запугиванием, шантажом. И тем не менее был сделан общий вывод, что армия не хочет идти в Украину, и направлять ее туда очень большая авантюра. Я рассчитываю, что если, не дай бог, дойдет до похода ну, куда-то в одну из европейских стран, то ситуация будет подобной. Это очень важно, чтобы с самого низу солдатская масса, младшие офицеры показали свое желание не участвовать в авантюрах. Ну и тогда есть очень большой шанс, что Беларусь в этом участвовать не будет. Будет ли делать что-то Россия? Сложно сказать. У русских, у россиян, я бы так сказал, все-таки русскими назвать сложно этих людей, другой менталитет совершенно. И ну, там можно ожидать чего угодно, да. Российская армия может пойти в Европу, они уверены, что у них это получится, что там все будет легче, чем в Украине. Ну, я допускаю, что это возможно. Відавочна, што само па сабе беларускае войска не пойдзе ні на Украіну, ні на Літву. Што это расейцы ўвядуць кантынгент і што ўвогуле ім нашая тэрыторыя патрэбна там як вайсковы плацдарм, і можа быць чым менш беларусаў дзесьці там будуць пад нагамі боўтацца, тым лепш. Ну хапае аргументаў, што Расія не зможа цягацца з НАТО, што это рызыкоўна. Ну чаму вы лічыце, навошта это Пуціну все-таки так рызыкаваць і ўжо аж на краіны НАТО нападаць з нашей территории? Ну, во-первых, мне кажется, что Путин уже давно никого не удивляет своей логикой. Ну, события, которые происходят, они как раз противоречат нормальной человеческой логике, например, тому доводу логическому, который вы приводите. Группировка российских войск, которая вторглась 24 февраля 2022 года, тоже была явно недостаточной для того, чтобы покорить такую немаленькую страну, как Украина. Но, однако же, они совершили эту авантюристическую акцию. Ну, бытует представление в России, что европейцы слабы, европейцы трусы, они не будут защищаться, будут убегать и сдаваться. Ну, так же, как бытовало мнение 2 года назад, что украинцы будут встречать с хлебом солью российские войска. Ну, и это окрыляет воинов российских. Ну і Лукашенко заявіў жа, што былі заявы, што хочуць шматпалярнага міру. А шматпалярны мір это што азначае? Это што Расія стане яшчэ больш уплывовай дзяржавай, гэта кантроль
яшчэ ж не так давно і Балтыя была под контролем Кремля, і Польша, і Чэхаславакія, там Венгрыя і гэтак далей. Напэўна, гэтага яны хочуць. І вось хочуць, значыцца, зноў гістарычную справу зрабіць. Я анализирую происходящее в мире и вижу, что все угрозы исходят от стран с авторитарными и тоталитарными режимами. Ни одна демократическая страна войну никогда не начала. Можно что угодно пытаться говорить там об участии американских или коалиционных войск в боевых действиях в различных регионах мира. Все эти операции проводились по мандату Совета Безопасности ООН. Единственная операция, которая там ставится под сомнение, это действия в Сербии, ну, на территории Югославии. Но тогда не был получен мандат Совета Безопасности ООН только потому, что Россия использовала свое право вето и блокировала. Хотя все понимали, ну все, кроме России, понимали, что это необходимо, что идет геноцид, что идет гражданская война, что гибнет огромное количество мирного населения, и это нужно остановить. Ну, Россия использовала право вето, поэтому было это реализовано без участия России. Да, можно подвергать сомнению то, как это было реализовано, но цель была, в общем-то, достаточно хорошая. Все остальные конфликты однозначно проводились по мандату Совета Безопасности ООН. И ни одна демократическая страна никогда войны не начинала. И всем, я думаю, смешно слушать, что Польша может напасть на Беларусь, или Литва может напасть на Беларусь, или там, не знаю, Украина могла напасть на Россию. Ну, это просто смешно. Ну, тем не менее, вот такая идеология активно разгоняется в России, в Беларуси, потому что тоталитарным режимам необходим враг, необходимо постоянно накручивать ситуацию и поднимать тонус в обществе, чтобы люди не думали, что их в очередной раз обманули с выборами, что в очередной раз украли у них свободу, забрали базовые права человека, прописанные в Конституции, что у них очень низкий уровень жизни, что у них ужасная социалка, вот, а думали о том, что вот проклятые фашисты там бомбят Бомбас, и надо идти там спасать кого-то. Ну, вот это так и делается, поэтому о чем думают диктаторы, мне абсолютно понятно. Мне хотелось бы, чтобы нормально думал народ, и народ находил рычаги влияния, чтобы происходило все так, как нужно народу, а не диктаторам. Такие рычаги существуют, и реализовывать их можно. Каждый белорусский военный, каждый белорусский чиновник имеет родственников, друзей, одноклассников, которые вполне могут аккуратненько на него влиять. И ничего не сделает один человек или даже там 1000 людей, сошедших с ума вокруг него. Як чалавек, які займае у структурах дэмакратычных сілаў пасаду, вы маглі папісаць увогуле ў выпадку вайны, якія наступствы могуць чакаць вось мірнае беларускае насельніцтва? Мы видим, что происходит в Украине, которая оказалась сейчас эпицентром этих трагических событий. Огромные жертвы среди мирного населения. Погибают женщины, дети, старики, прилетают бомбы, ракеты в жилые дома, в роддома, и миллионы людей вынуждены были покинуть свое жилье, уехать. Я уже не говорю о потерях среди военнослужащих. То, что происходит, это просто ужасно. Если Беларусь окажется на переднем крае мировой войны, а это уже будет мировая война, то это, конечно, будет кошмар, который мы могли видеть только в каких-то апокалиптических фильмах. И ну, мы обязаны сделать все, чтобы этого не допустить. И мое это обращение направлено только на это, чтобы этого не допустить. Каждый должен сыграть свою роль, выполнить свою миссию, чтобы не довести Беларусь до участия в войне. Беда белорусов в том, что у нас очень большая прослойка хатоскрайников, людей, которые думают, вот меня это не касается, я буду тихонько в стороне сидеть. Ну вот прошло уже много времени после выборов 2020 года, да, и страдают люди, сильно страдают, даже те, кто нигде не участвовал. Мы это явно видим, и потихоньку доходят до всех. Если сейчас
какой-то уровень жизни в Беларуси еще выдерживаться благодаря огромному количеству этих кровавых военных заказов российских, то ну, это закончится, совершенно точно закончится. Россия не выдержит соперничество со всем цивилизованным миром. А война сейчас перешла в противостояние России, ну, может быть, там союзу России, Северной Кореи, Ирана, всему цивилизованному миру. Экономические потенциалы просто несопоставимы. Плюс огромный кризис экономический в Китае. И если Китай раньше мог позволить себе, ну, например, Россию поддержать, ну, подумать о том, чтобы таким образом использовать ситуацию в противостоянии с Америкой, то на сегодняшний день проблемы в экономике Китая столь глобальны, что Китай не дернется никуда. И без американских денег заемных в Китае очень быстро произойдет катастрофа. То есть удавка, которую на шею России накинули, она потихонечку затягивается. Мы видим, каждый день приходят какие-то новости. Там очередной банк китайский перестал работать с Россией, очередная компания индийская отказалась закупать нефть в России. И это идет, идет и будет идти дальше. Это все говорят о русских, что они долго запрягают. Ну, я бы сказал, что русские запрягают намного быстрее. Запад очень долго запрягает, но оно уже начинает движение, этот процесс, имеющий огромную инертность, и он не остановится. Россия будет задавлена. Вопрос времени, насколько у них хватит ресурсов. На 3 года, не знаю, на 5 лет, а может быть через год все начнет сыпаться и рушиться. И опять-таки есть огромная угроза социальной нестабильности, внутриполитической нестабильности в российском обществе. Отсутствие большой военной победы, несомненно, повлечет за собой рост агрессии внутри страны. Мы видим достаточно много случаев уже, когда люди, приехавшие с фронта, с поломанной психикой, начинают совершать серьезные преступления в стране. И это будет только продолжаться. И когда поедут десятки тысяч, сотни тысяч этих людей с покалеченной психикой, а никто с войны не возвращается психически здоровым человеком, это будет огромная проблема. Поэтому то, что нас пока Россия содержит, поддерживает, это совершенно не значит, что так будет долго. А далее Беларусь остается один на один со своими проблемами, и Александр Григорьевич Лукашенко остается один на один со своим народом, с трудолюбивым, законопослушным, талантливым народом, но народом, над которым он издевается, который он терроризирует уже длительное время, и который его не хочет и не любит. И я бы очень сильно думал на месте Александра Егоровича, как ему себя вести. Даже при всем огромном количестве уже совершенных преступлений, ну, мне кажется, хотя бы сейчас нужно просчитывать ходы наперед и начинать очень сильно менять свою позицию и прекращать террор, выпускать политзаключенных. Самое главное, давать свободу в экономике людям, чтобы предприимчивые белорусы начинали создавать рабочие места, зарабатывать, а иначе Беларусь через пару лет ну, будет в состоянии огромной катастрофы экономической просто. Без смены политического режима, без смены внутренней политики просто невозможно это сделать. И далее будут самые экономически активные и деятельные люди уезжать за границу, выводить туда капитал и зарабатывать деньги за границей, а не внутри страны. А внутри останутся люди, которые умеют только отнимать и делить. Ну, никакой пользы стране они не принесут. И закончится все это очень печально. Спадар Валер, калі сыходзіць з гіпотэзы, што расейцы все-таки разумеюць рызыкі, і вось зараз паспрабуюць узяць яшчэ нейкія тэрыторыі Украіны, ну і замарозіць гэты канфлікт. Тут ахвочых замарозіць яго хапае. Ну і все, сітуацыя замарозіцца, Беларусь застанецца ў сферы уплыву Расіі. Магчыма такое? І наколькі гэта імаверна? Я думаю, что это не очень возможно. Совсем исключить такой сценарий нельзя, но на сегодняшний день в умах западных политиков уже четко сформировалась картина, что все равно с Путиным договориться невозможно. И даже если там подписать с ним любой договор, он его не исполнит. Он все равно обманет, все равно нарушит
достигнутые договоренности. Поэтому люди понимают огромную угрозу, которая исходит от России, и будет исходить дальше, пока не произойдут серьезные изменения в России. И, насколько я понимаю, весь цивилизованный мир сейчас настроен сделать так, чтобы лишить Россию возможности далее вести агрессивную политику и избавить Россию от этих имперских амбиций и замашек. Я думаю, что в ближайшие годы будет только наращиваться деятельность, направленная вот именно в эту сторону. Спадар Валер, вось у 22 годзе помніце, калі значна былі разбітыя расійскія войскі на поўначы Украіны і выйшлі адтуль. Тады падавалася, што было б лагічна, вось калі глядзець з пункту гледжання вайсковай геапалітычнай стратэгіі, што украінцы, што краіны захаду паспрабуюць выдраць беларускі балкон са сферы ўплыву Расіі. І многія гэтага чакалі, тыя ж каліноўцы спадзяваліся на падобны сцэнар, но гэтага не здарылася. Як вы лічыце, Украіна і Захад пралічыліся, зрабілі стратэгічную памылку? Во-первых, такой вопрос даже не рассматривался, потому что он выходит за рамки существующих международных правовых норм. Да, конечно же, европейцы понимают, что если бы Беларусь не была под влиянием России, то система безопасности Европы была бы намного надежнее. Но без серьезных правовых оснований проводить такие шаги никто не решится, в отличие от России, от Беларуси, где тайга закон, медведь хозяин. В цивилизованном мире это действует очень четко. И здесь нельзя вот просто взять и такое желание исполнить. Так не работает. Польскі дыпламат Вітальд Юраш на партале unet.pl, папулярны польскі партал, выказаў гіпотэзу, это ж дыпламат, абазнаны чалавек, што адміністрацыя прэзідэнта Украіны перамаўляецца, канкрэтна там называлось, што Ярмак, кіраўнік адміністрацыі, з Іванам Церцелем, што вось у іх кантакты, і нават Украіна націскала на Вашынгтон там з просьбай, каб тыя націснулі на палякаў, каб абрэзалі фінансаванне там беларускім дэмструктурам, у прыватнасці сродкам масавай інфармацыі, якія працуюць па беларускім кірунку. Ці верыце вы ў гэтую інфармацыю? І калі верыце, ці правільна робяць украінцы, што вось падтрымліваюць кантакт з рэжымам Лукашэнкі, спадзяючыся, што не паўторыцца напад на Украіну? Первое, я считаю эту информацию достоверной. Второе, я не могу осуждать руководство Украины, поскольку они были в очень тяжелой ситуации. Для них, например, введение в войну еще и белорусских вооруженных сил было бы таким тяжелым сценарием, поэтому они предпринимали все усилия, чтобы этого не произошло. Мое мнение, что они совершили ошибку. Белорусская армия и так не пошла бы в Украину, это первое. Второе, они, выбирая между общением с режимом Лукашенко и с народом Беларуси, выбрали первый вариант и прогадали. На самом деле, если бы они выстраивали отношения с демократическим сообществом белорусским, то я уверен, что участие белорусов в этой войне было бы совершенно другим, и вполне вероятно, что война уже была бы завершена. Я могу сказать, что вот я в конце февраля еще общался с руководством полка Калиновского, в конце февраля 2022 года. Они мне назвали цифру 9 тысяч заявок. Они получили. Это был какой-то там 4-й день войны. 9 тысяч заявок они получили. То есть можно было формировать соединения воинские из белорусов. И, конечно, это очень серьезно повлияло бы на ход боевых действий. А также огромное количество других видов помощи могли оказать белорусы Украине. Но выбор был сделан другой. И Украина имеет то, что имеет. Что сегодня вы можете параить звычайным беларусам, якія могуць апынуцца ў жудасным становішчы ў ситуации войны? Мы все вместе должны сделать так, чтобы не допустить приход войны на территорию Беларуси. Я очень хочу верить Александру Григорьевичу Лукашенко,
который говорит, что мы там никуда нападать не будем, но, к сожалению, мы знаем, что он так говорил и раньше, и за несколько дней до начала полномасштабной агрессии в интервью Дмитрию Гордону объявил, что никогда в жизни не произойдет нападение с территории Беларуси в Украину. Ну, много подобных вещей было, что, к сожалению, вот не дает нам оснований быть уверенными, что это правда. Дай бог, чтобы это было правдой. Но если все общество белорусское будет настроено на то, что у нас войны быть не должно, а чтобы ее не было, ну, не должны ядерные боеприпасы быть применены с территории Беларуси. И не должна опять группировка российских войск прийти на территорию Беларуси. Если двух вещей этих не произойдет, то войны в Беларуси не будет. Совершенно точно Литва на Беларусь не нападет. Ну, я не знаю, если найдется хоть один человек в Беларуси, кто поверит в то, что Литва способна напасть на Беларусь, ну, я очень сильно удивлюсь. Мне кажется, никто не поверит. То есть мы не должны пускать российскую оккупационную армию к себе, потому что она использует просто как плацдарм нас, а потом отвечать нам придется. И мы не должны допустить применения ядерного оружия. На сегодняшний день рассматривается в том числе такие способы применения ядерного оружия, как с самолетов, которыми будут управлять белорусские летчики, а обслуживать и заправлять их белорусские техники, инженеры, а также ракетами «Искандер», которые стоят на вооружении белорусской ракетной бригады, и обслуживают эти «Искандеры» белорусские офицеры, прапорщики и военнослужащие по контракту и срочной службы. И у каждого из этих людей есть семья, друзья, одноклассники. И я считаю, что эти люди должны как-то помочь принять, ну, какую-то правильную ориентацию, морально-нравственную, потенциальным орудием применения вот этих ядерных боеприпасов. Если никто из белорусов не совершит вот таких преступлений перед человечеством, то ничего и не будет. Дзякуй вялікі вам за аналіз, за ўдзел у нашай праграме. Ну, спадзяюся, што все-таки гэта вайсковы армагеддон, што все-таки это нейкім чынам Беларусь абміне, але цяжка. Да, время очень серьезное. Ситуация непрадказальная і больш небяспечная, чым многія думаюць. Напішыце, калі ласка, у каментарах сваё меркаванне. Ці высокая імавернасць, што ў Беларусі можа пачацца вайна, ці мы тут напускаем дыму. Да сустрэчы.